О реализации антидопинговой программы поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю сегодня гостя. Это Михаил Буханов, исполняющий обязанности директора РУСАДА. Здравствуйте. Очень рада вас приветствовать. Впервые в Уфе? Да, впервые. Очень хотел давно посетить. Вот выдался случай приехать с рабочим визитом. Спасибо огромное. Конечно, понимаю, что, наверное, погулять по городу не удалось, но тем не менее, какое впечатление оставил город? Великолепное, теплое. Вчера приехал довольно поздно вечером, тем не менее вышел, прошелся по основной улице. Великолепно, люди гуляют, все отдыхают расслабленные, все замечательно. Спасибо, энергетика удивительная. Мы рады, что вы чувствуете себя здесь комфортно, и очень приятно, что мы можем задать вам вопросы, которые, наверное, сегодня волнуют всю спортивную общественность. Как у нас в целом обстоит обстановка на международном уровне? Есть ли у нас прогресс? Вы знаете, в любом случае прогресс есть. Первое, с чем мы столкнулись, 17 декабря состоялось решение международного спортивного арбитража, по которому Россия была подвергнута определенным санкциям за несоблюдение условий восстановления предыдущего периода. Тем не менее, то, что РУСАДе удалось сделать, это отстоять права спортсменов на участие в международных соревнованиях. В общем-то, это и основная цель, основная правозащитная цель и обеспечительная цель Национального антидопингового агентства в том, чтобы спортсмены участвовали в играх. Все остальные вещи, скажем так, может быть, огрехи менеджмента, какие-то происшествия, которые были в предыдущий период, да, они нашли свое отражение в решении суда, тем не менее, сейчас мы полным ходом имеем возможность готовиться к Олимпиаде, Паралимпиаде. Спортсмены готовятся, мы осуществляем антидопинговое тестирование, образовательную деятельность, в полном объеме реализуем свою операционную независимость. Поэтому с позиции ежедневной работы ничего не изменилось. То есть самое основное, деятельность не ограничена, мы взаимодействуем с нашим международным регулятором и работаем в каждодневном режиме. А что тогда изменилось? Скажем так, в любом случае, любое решение юрисдикционного органа вносит определенный, скажем так, новый статус правовой. Безусловно, сейчас нужно будет выполнять решение суда, и неукоснительно решение суда – это только одна часть вопроса. На днях будет обсуждаться в ВАДА план восстановления РУСАДА, новый план, и решение суда это будет одна часть, вторая часть это будут другие условия, то есть это довольно углубленный мониторинг РУСАДА, его деятельности, независимости. Как раз на вопросы независимости операционной обращается большое внимание, то есть в чем операционная независимость? Осуществлять тестирование без вмешательства. То есть тестирование РУСАДА это одна из основных направлений реализации кодекса, 5 статьи кодекса, где говорится о том, что любой спортсмен в любое время может быть проверен, может быть уведомлен о необходимости предоставить пробу антидопинговой организации. То есть здесь заложен принцип вероятности, никто не знает, куда и когда приедет антидопинговая организация, антидопинговый офицер. Это очень важно. Очень важно, это не то, что мы спортивную среду держим в определенном неврозе, но нет, скажем, наоборот. Это, я надеюсь, порождает внутренний ответ, скажем так, в порядке позитивной ответственности у спортсмена, то, что да, он знает, что за собой нужно, скажем так, следить в плане того, что ты ешь, что попадает в твой организм, быть готовым в любое время предоставить пробу. И в этом ценно то, что никто не знает, мы планируем, осуществляем целевое тестирование, то есть самостоятельно выбираем, кого тестировать. И об этом никто не знает, никто не говорит, направляя вам список, протестируйте моих спортсменов. Это напрямую нарушение. В остальных вопросах тоже операционная независимость очень важна. То есть образовательная деятельность. Мы, исходя из стандарта по образовательной деятельности, тех регламентов и документов ВАДА, которые принимаются, осуществляем просветительскую работу. Это не значит, что мы там осуществляем программу повышения квалификации. Все семинары, которые мы осуществляем, это такая просветительская деятельность, которая направлена на то, чтобы объяснить то, что написано сухим языком в кодексе.
кодекс фактически это инструмент более такой юридический, есть квалификации, признаки, но читать, если спортсмен не подготовленный, тем более не привыкший к юридическому языку, он читает, он, естественно, он отбросит этот материал. Поэтому это самое такое животрепещущее, быть независимым в плане того, что никто не проникает в менеджмент внутренних направлений деятельности. Мы ее осуществляем непосредственно во взаимодействии, каждый отдел с соответствующим профильным отделом ВАДА. Поэтому этот процесс, он такой тонкий и очень необходимый. Насколько спортсмены дисциплинированы, то есть удалось ли вот за этот период, когда у нас непростые отношения в антидопинговой политике, непростая ситуация, удалось ли спортсмены, стали ли более сознательными, дисциплинированными, ответственными? Ну, мы делали срез такого, скажем так, срез модель, улучшилась ли ситуация. Безусловно, с течением времени оно улучшается, меньше антидопинговых правонарушений. Тем не менее, в любом случае проблемы остаются. РУСАДА больше сейчас федерации на местах, регионы приглашают отдел образования, чтобы провести соответствующий курс. То есть потребность возрастает. Это положительный фактор. За удовлетворением этой потребности, да, идет вот такой вот срез информации о том, что в принципе улучшилось положение на местах. Вот, что касается вот, Республики Башкортостан, в прошлом году всего лишь одно антидопинговое правонарушение было допущено. Я не буду раскрывать детали, даже вид спорта. Могу сказать, что это в порядке статистической погрешности. То есть результат налицо, все в принципе улучшается, и в принципе все хорошо, и будет хорошо. Нужно понимать, что антидопинг это все равно правонарушение будет возникать. Вольно-невольно кодекс не различает. Безусловно, многие вещи получаются невольно, происходят. На это и направлено воспитание и требования кодекса о том, чтобы быть ответственным. Вот поэтому не будем заранее говорить, что все там виноваты, те, кто допустил правонарушение. У нас многие спортсмены, приходящие на рассмотрение соответствующего дела, представляют объяснение, признают свою вину. Это тоже мера, скажем так, это внутреннее понимание ответственности того, что случилось, человек хочет преодолеть, действительно исправить, компенсировать, последствия возникнувшие исправиться. И, в принципе, наоборот, мы должны быть нацелены на то, что мы идем вперед. Вот, мы все в одной стране, и, скажем так, это спортсмены, это не объект наказания, а мы хотим, наоборот, вместе вовлечь все большее и большее количество людей в образование. Да, безусловно, мы должны тестировать, идти вперед и, скажем так, к определенному прогрессу. Сейчас у вас горячая пора, это подготовка к Олимпийским играм. Да. Вы уже вот вскользь заметили, что сейчас очень активно ведется в этом плане работа. Насколько сейчас это будет серьезнее процесс, потому что плюс еще и ситуация с коронавирусом. Насколько сложно сейчас? Вы знаете, с технической точки зрения довольно непросто. В первую очередь нужно было приспособиться к эпидемической ситуации. То есть у нас было два варианта регламента отбора проб, когда инспектор, необходимо ему было соблюдать меры предосторожности. В самом начале мы не понимали, что за инфекция, никто не понимал. Вот мы выходили в таких противочумных костюмах, отбирали пробы и так далее. Но в результате с Роспотребнадзором решили этот вопрос. В принципе, выработали оптимальный вариант. Сейчас в порядке этого оптимального варианта мы работаем. То есть инспекторы защищают себя с помощью средств индивидуальной защиты, соответственно, спортсменов. Есть определенные фразы, которые инспектор должен произнести, спросить, не болеет ли спортсмен или кто-то из домашних. Это накладывает свои отпечатки, но мы привыкли работать уже в таком режиме, в полной мере работаем. Ввиду Олимпиады все загружены, у нас агентство полностью, знаете, скажем так, инспекторы абсолютно все в поле на местах, и, скажем, с одной командировки едут в другую. Потому что где-то действуют критерии, которые необходимо соблюсти, то есть отобрать 2-3 пробы у соответствующего спортсмена, где-то меньше, но тем не менее мы все заняты, все помимо летней Олимпиады сразу же сейчас готовимся и уже к зимней.
Вот, такая работа. В принципе, это уникальная ситуация, когда практически две Олимпиады одна за другой идет. Такого в Россаде еще не было. Скажем так, таковы реалии времени. Но вы готовы к таким трудностям? Да, безусловно, готовы. Мы в них работаем, привыкли, скажем так, человек ко всему привыкает, тем более в Россаде. Спасибо вам большое, Михаил Владимирович, что вы пришли сегодня. Спасибо огромное. Безусловно, вы нас порадовали тем, что за прошедший год у нас в республике только одно нарушение было, поэтому это приятная новость. Надеюсь, что впредь у нас не будет их вообще. Спасибо еще раз. А я напомню, о реализации антидопинговой программы мы говорили с исполняющим обязанности директора Россады, с Михаилом Бухановым. Спасибо, что были с нами. Любите спорт и будьте здоровы.